Видеонаблюдение на выборах президента в России впервые применили 6 лет назад. В этом году порядок применения средств видеонаблюдения значительно отличается. Сделан шаг вперед. Регламентирующий документ составлен с учетом опыта других стран, рекомендаций миссии ОБСЕ и предложениями политических партий и экспертов. Такого опыта не было еще ни в одной стране. Средства видеонаблюдения с момента включения обеспечивает непрерывную звуко- и видеозапись в течение времени, установлено порядком. Значит, у любого избирателя, он может сходить проголосовать, есть возможность, лежа на диване, например, в Санкт-Петербурге, наблюдать, как идет голосование в Чеченской Республике. Будет обеспечиваться максимально оперативно, беспрецедентно оперативно, в течение 3 дней. Предоставление хранимого видеоматериала участнику избирательного процесса для защиты избирательных прав, кстати, в том числе в судебном порядке. 3 дня. Непрерывное видеонаблюдение будет обеспечено не только на участковых, но и на территориальных избирательных комиссиях, чего не было в 2012 году. Таким образом, весь процесс голосования, вплоть до введения протоколов в систему ГАС-выборы, становится публичным. Важно и то, что видеонаблюдение будет независимым от действий членов комиссии, в отличие от предыдущей кампании, когда применяли для видеонаблюдения в том числе переносные компьютеры. Трансляцию с любого избирательного участка, где установлены камеры видеонаблюдения, можно будет увидеть каждому избирателю, не обязательно при этом регистрируясь. Вот это тоже, в общем-то, особенности этой избирательной кампании по сравнению с кампанией 2012 года. В республике на 300 участковых и 21 территориальной избирательной комиссии установят по 2 IP-камеры. Оборудование высокого качества будет записывать происходящее даже при отключении внешнего электричества. Ростелеком помимо монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования на период проведения единого дня голосования также будет осуществлять сервисную технологическую поддержку по обеспечению работоспособности данной системы. Установлены достаточно жесткие сроки по реагированию и устранению неисправностей. Срок реакции со стороны Ростелекома 30 минут. Разработан график монтажа и приема в эксплуатацию оборудования. Последний срок – 28 февраля. С первых чисел марта начнется общероссийское тестирование системы. Но камеры не заменят живых наблюдателей. Напротив, на этих выборах их будет еще больше. Ольга Коняева, Василий Янин, телеканал Юрган.